Казахстан находится в самом центре Евразии и занимает 9-е место в мире по территории. Наша страна известна своими уникальными природными и географическими условиями. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном туристском форуме «Улутау-2019», отметил, что сегодня внутренний туризм недостаточно развит, а индустрию туризма необходимо радикально изменить. Нами принята отраслевая государственная программа. Ее полная реализация позволит увеличить долю туризма в валовом внутреннем продукте до 8%. Число въездных посетителей должно вырасти до 9 миллионов человек, а внутренних туристов до 8 миллионов человек. Число занятых в этой сфере людей следует довести до 650 тысяч человек. Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним из наиболее привлекательных мест для зарубежных и отечественных туристов. Туризм в Казахстане очень насыщен и разнообразен. Это и познавательный, и оздоровительно-лечебный, экологический, спортивный, экстремальный и другие виды туризма. Здесь, на просторах безграничной степи, в совершенной гармонии слились Восток и Запад, Юг и Север. И о том, как развивается туризм на самом севере страны, мы хотим рассказать в этом фильме. Итак, ориентация «Север». Северо-Казахстанская область расположена на юге западно-сибирской равнины в лесостепной и степной зонах. Граничит на севере с Россией, на востоке с Павлодарской, на юге с Акмолинской и на западе с Костанайской областями. Несмотря на суровый климат и не слишком продолжительное лето, туризм на севере страны уверенно набирает обороты. Здесь очень много достопримечательностей и живописных уголков. Развиваются и места рекреационного отдыха. И одно из них – озеро Минкисер, которое входит в число уникальных природных даров Северо-Казахстанской области. Поскольку климат здесь резко континентальный, по дороге к озеру нас настиг дождь, который несколько размыл наши ожидания яркой и красочной картинки. Но, как когда-то сказал известный американский эссеист и философ Ральф Эмерсон, природу нельзя застигнуть неряшливой и полураздетой. Она всегда прекрасна. Многие знают о целебной силе ближневосточного Мертвого моря, но мало кто слышал, что подобными ему чудодейственными свойствами обладает вода горько-соленого озера Минкисер. Не так давно водоем включили в сакральную карту Северо-Казахстанской области. Озеро Минкисер является уникальным водоемом по лечебным свойствам. И уровень его интереса тем, что является остаточным озером древней реки Имец, которая протекала по нашей местности. Озеро очень уникально в том случае, что свойства, лечебные свойства этого озера помогают людям при опорно-двигательных заболеваниях, при кожных заболеваниях. И многие люди с давних пор использовали озеро в лечебных свойствах. Находится озеро в Мамлютском районе, а именно в 3 километрах к югу от одноименного села Минкисер. Площадь водной поверхности составляет 3360 гектаров. Сейчас сюда прокладывают дорогу от областного центра и в планах сделать удобные подъездные пути. Местные бизнесмены начали обустраивать прибрежную зону. Сегодня сделаны уже шезлонги какие-то, душевые кабины сделаны, установлены контейнерные такие домики, в которых можно отдохнуть. Люди из Санкт-Петербурга приехали на машине, чтобы побывать на этом озере. С Омска были люди. Не говоря уже о Биш, Курс-Сергеевке, в местных этих населенных пунктах. Не дождавшись солнца, мы отправились за ним в южном направлении, в Айыртауский район, на озеро Имантау. Из-за удивительного природного ландшафта эту местность называют Северо-Казахстанской Швейцарией. Путь не близкий, но он того стоил. Погода стала налаживаться. По дороге на полях житницы страны полным ходом работает сельскохозяйственная техника. Североказахстанцы приступили к уборке урожая. Айыртауский район может смело гордиться большим количеством по-настоящему интересных памятников истории и культуры. И один из них – это мавзолей Карасай и Агынтай-Батыров. Мощь, сила и связь с великими предками – так можно характеризовать мемориальный комплекс Карасай и Агынтай-Батыров.
Памятник был открыт в 1999 году и включен в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Добравшись до жемчужного озера Имантау, мы застали его в состоянии покоя и медитации. Прозрачная гладь воды, парящие чайки, проблески солнца из-за сосен и головокружительный аромат хвойных деревьев. Потрясающая картина. И если утро – это время для художников с мольбертом, то ничего не может так вдохновить поэта, как вечернее солнце на закате под тихий шепот воды. Имантауско-Шалкарская курортная зона вошла в топ-10 приоритетных туристических мест страны. Однако туристы ее продолжают осваивать. Приезжают сюда не только из регионов Казахстана, но и из соседней России. У любителей спокойного отдыха еще есть возможность провести здесь время в уединении. Но стоит заметить, что с каждым годом поток туристов в курортную зону растет. В отличие от Минкисера, озеро Имантау пресное. Непосредственно в туристической зоне района действует более 30 баз отдыха, которые планируют перевести на круглогодичный режим работы. Да здравствует утро нового дня! Путешествовать, наблюдать природу, улавливать ее тайны и восторгаться – это необыкновенное счастье. Думаю, многие согласятся с этим изречением. Вот и мы продолжили свое путешествие в район имени Габита Мусрепова, в каменистую долину с чудесным ландшафтом, названную в народе Карскими воротами. Карские ворота. Это название неофициальное. Прозвали это место так люди, которые здесь живут, потому что это место названо по аналогии с Карскими воротами, которые находятся между Баренцевым и Карским морем. Как вы видите, здесь очень живописная, прекрасная природа, но Карские ворота находятся именно там. А вообще в целом это место называется Двуречье, потому что с той стороны река как бы делится на две части. Те, кто приезжает отдыхать на Имантау-Шалкарскую курортную зону, непременно заезжают в это удивительное место, уютно расположившееся на реке Ишим. Но если не знать о существовании Карских ворот, то их можно не найти и не увидеть. Это место, оно как бы скрыто от посторонних глаз. Если мы едем по трассе, мы его не видим, оно незаметно. Сюда нужно подъехать и спуститься. Люди любят сюда приезжать, отдыхать дикарями, везут с собой все необходимое, палатки, воду и все необходимое для отдыха. Маршрутов каких-то туристических, либо туров здесь нет. Одним словом, именно Карские ворота Североказахстанской области пока малоизведанное место. Здесь полностью отсутствует какая-либо инфраструктура, позволяя ему оставаться практически нетронутым живым уголком природы. А реликтовый участок, напоминающий оазис с причудливыми формами валунов, восхищает взор даже самого заядлого урбаниста. Находясь здесь, возникает такое чувство, будто давным-давно, возможно, 1000 лет назад, здесь упал астероид, оставив после себя вот такую, непередаваемую словами красоту. И тянется она несколько километров. Это ли не чудо природы? И все это здесь, на благодатной и прекрасной, гостеприимной земле Северного Казахстана.